Еще в 70-х годах, когда мы с Сервером Скакурой, Матвеем Раметлем мы играли, на даре играющих было мало. В основном играли на барабанах, ударные инструменты. Мы стремились к тому, чтобы сохранить именно наш музыкальный крымско-татарский фольклор и наши музыкальные инструменты. Это даул, даре, думбелек. Музыканты говорят, даре – это отец музыки, скрипка мамы. Даре он в основном использовался на праздничных торжествах, на народных гуляниях. Он считается как аккомпанирующий инструмент как для танцевальных произведений, так и для песен, когда Иляхилер читают, поют. В основном вот в турецком мире используют только даре или же дарбука. Процесс изготовления начинается с заготовки самого дерева. Выбираем дерево. Например, я делаю из ореха. Вот это сделано, они все у меня сделаны из ореха. Орех берешь 1,70 м от корня, чтобы не было ни одного сучка. Вот это дерево берешь, его распускаешь на пилораме, делаешь вот такие заготовки, рейки, пока не влажные. Их паришь часов 10 в парилке. Вот у меня парилка есть специальная. А потом уже загибаешь их. Вот загибаешь, и получается вот такой обруч. Вот обруч. Потом делаешь для зыль мы называем эти тарелочки. Вот они у меня. Вот. Их вот сюда уже ставишь, когда уже сделал даре. Вот сюда ставишь. Я их на токарном станке обрабатываю. Сначала вырезаешь, на токарном станке обрабатываешь. И они потом придают эффект звучания к самому ритму. Шкуру берешь, обрабатываешь в известковом растворе. Его сутки-двое держишь в известковом растворе. Потом эти волоса сами, рукой они сами сбриваются. Потом внутреннюю часть жиры зачищаешь, высушиваешь, натягиваешь. Уже когда уже натянул, дочищаешь его наждачкой или там специальным соскабливаешь. Скоблилку берешь или ножом. Все, зачистил. Изготовление самих обручей. А уже натягиваю я его таким образом. Вот шкуру берем. Я ее размачиваю. В тазике размочил. Он становится как тряпка. Все. Сюда поставил его. И стягиваешь потом. Стягиваешь на специальный станок здесь, на него заматываешь, а потом болтами поднимаешь, эту шкуру натягиваешь. Здесь он наклею. Когда он уже склеился, он сутки где-то, двое он сохнет. Высох, все, эту верхнюю часть вырезаешь, все, а остальное уже лишнее убираешь. У каждого свой характер, у каждого свое изучение. Вот, если это звучит вот так, а вот это будет звучать по-другому. Этот уже другой звук. Вот. Звучание зависит от самой шкуры и, конечно же, от самого мастера. Круг должен быть идеальный. Если здесь он будет неровный, уже он звучать не будет так, как положено.
Один инструмент делать невыгодно, надо делать сразу несколько. Пока один сушится, ты другой делаешь, чтобы время не терять, чтобы время, это бесполезно время терять тоже неинтересно. Жизнь так вот такая короткая, хочется сделать больше. Если есть покупатель, я их продаю. Если есть такой достойный человек, товарищ мой, музыкант, который действительно ценит этот инструмент, я их дарю. Каждый даре для меня как мой ребенок. Там, где солируют именно даре. Это Карлы Боран, Чакылташ. Чакылташ, этот дарежи должен играть, как щебенка должны звуки вылетать. Там